юридическая организация «Химуя», которая запустила замечательный проект. Он звучит так: грамотная правовая поддержка каждому в условиях постпандемии коронавируса. И сегодня у меня в гостях директор юридической компании «Химуя» Навруз Адинаев. Навруз, приветствую вас. Здравствуйте. Добро пожаловать. Навруз, откуда вообще возникла эта идея вот этого проекта? Спасибо, Баха. Во-первых, за то, что пригласили. Очень рада. Это дает нам возможность еще больше донести информации для всех заинтересованных сторон, потому что еще наш проект продолжается, и чем больше людей, скажем, представителей бизнеса узнает об этом проекте, тем лучше для нас. Поэтому спасибо еще раз. Данная идея возникла еще год назад, когда мы один раз проводили такой проект совместно с ПРАОН Таджикистан. Тогда мы уже во время самой пандемии помогали, оказывали поддержку бизнесу, и огромное количество запросов поступало к нам, потому что действительно очень большое количество предпринимателей во время пандемии пострадали, и им всем необходима была та или иная правовая поддержка. И после удачной реализации данного проекта и ПРАОН Таджикистан запустил еще один грант, но в более расширенном формате, о котором сегодня я вам расскажу. И мы, конечно же, туда подали, и мы выиграли этот тендер, этот грант. И сегодня мы реализовываем данный проект, потому что проект действительно очень важен и своевременен. Огромное количество к нам поступает вопросов от предпринимателей, на которые мы отвечаем постоянно и проводим различные еще рубрики для того, чтобы еще больше охвата получить и больше людей, в основном представители малого и среднего бизнеса, получали правовую поддержку. Друзья, в эру цифровых технологий нам очень важно иметь высокоскоростной интернет для развития своего бизнеса и рекламного в частности. И с таким интернетом вам поможет компания Истера. Навруз, на кого в первую очередь рассчитана эта помощь? Я имею в виду, это люди, которые пострадали, бизнесмены, либо это люди, которые могут только начинать свой бизнес? Для всех. На самом деле данный проект рассчитан на тех, которые уже работают, во-первых, в малом или среднем бизнесе, и у них возникла какая-то проблема или какой-то вопрос юридического характера. Также данный проект очень сильно направлен для тех, которые только хотят создать свой бизнес, потому что кроме консультаций у нас еще бесплатная регистрация бизнеса. То есть мы поможем сопроводить и абсолютно бесплатно, не беря ничего за свои услуги, оказываем помощь по регистрации бизнесу, но это пока мы запустили в городе Душанбе, районах республиканского подчинения и Сагдийской области. В основном, когда мы в прошлом году запустили данный проект, оно предполагалось, что мы в основном должны давать консультации удаленно, чтобы не контактировать, уменьшить контакты с людьми. Поэтому мы посредством интернета, WhatsApp, Telegram, телефон, почта, электронная почта оказывали консультации. И для того, чтобы давать консультации, в основном не нужно с человеком встречаться. Достаточно выслушать человека, задать нужные вопросы и дать нужную консультацию. А в этом году, из-за того, что уже все-таки пандемия намного стала ниже, мы в исключительных случаях принимаем людей также в офисе, когда данный какой-то вопрос требует дополнительного изучения. Тогда мы принимаем людей в офисе, конечно, с соблюдением всех мер санитарного характера, и даем консультации. То есть у нас несколько методов, как к нам обратиться. Это телефон, который так и начинается: 11111, то есть 5 единиц, 88 и 11. В этом телефоне у нас установлены WhatsApp, Telegram, Viber, по которым также можно обратиться к нам. Также можно написать нам на почту по info@himoya.tg. Также можно через Facebook, где у нас очень активные социальные сети мы ведем. Туда можно обратиться. Можно, в конце концов, обратиться к нам в личку, к любому из наших сотрудников. И мы также предоставляем эти консультации. В том числе мы в рамках данного проекта проводим прямые эфиры в Фейсбуке и в Инстаграм одновременно, где в прямом эфире прямо отвечаем на любые вопросы, которые предприниматели или начинающие предприниматели, те, которые хотят создать свой бизнес, задаются, обращаются к нам. Мы в прямом эфире мы отвечаем на все возникшие вопросы. Все ссылки мы оставим в описании под этим видео. Я бы хотел еще вот что спросить по поводу прямых эфиров. Я смотрел только один, пока, к сожалению. Но чаще всего какие люди вопросы задают во время этих прямых эфиров?
Вопросы в основном, огромное количество вопросов связано с регистрацией бизнеса и с налогообложением. Но также бывают и другие вопросы договорного характера. Но есть ряд вопросов, которые предприниматели они в открытую предпочитают не задавать, так как все-таки юридические консультации, они в основном конфиденциальные имеют характер, поэтому они пишут, когда нам в личку, либо в электронном сообщении. Мы никогда не раскрываем личности этих лиц, которые нам задают эти вопросы, и, конечно, отвечаем на их вопросы. Вопросы связаны с государственными органами, с какими-то проверками, очень много вопросов. Мы на них отвечаем уже индивидуально, скажем, поэтому их меньше во время прямых эфиров. А во время прямых эфиров больше вопросы, касающиеся именно регистрации бизнеса, что выбрать там. Да? Мы очень много на эту тему говорили, но все равно эта тема очень актуальная. И даже многие лица, которые много там, лет занимаются предпринимательской деятельностью, они не знают преимуществ там, да, той или иной формы предпринимательской деятельности. Допустим, ИП по свидетельству, там, ООО, что именно выбрать, почему именно выбрать. И мы им помогаем выбрать нужную форму для них, а также нужную форму налогообложения. Потому что мы знаем, что у нас были изменения, и теперь у нас не только просто 6% там, да, для упрощенной системы налогообложения, но еще есть 16%, которые учитывают доходы. И мы помогаем предпринимателям с самого начала своего бизнеса выбрать именно нужную форму, чтобы потом не страдать, скажем, во время процесса своей деятельности. Вот вы сейчас упомянули по поводу открытия бизнеса, очень многие тоже интересуются. Вот я представляю себе, допустим, человека, который желает открыть бизнес, он начинает изучать рынок, ну, например, там, я не знаю, выпечка какая-то. Потом он узнает, что для регистрации бизнеса нужно пройти огромную бюрократическую машину, и он просто вот берет и плюет на это дело, говорит, я не буду этим заниматься. Насколько это вообще сложно открыть свой бизнес на начальном этапе? Понятно, что все зависит от формы бизнеса. Да. Но вот, допустим, самое простое ИП. ИП по патенту – это самый простой вид деятельности. ИП по патенту легко регистрируется в течение 3 дней. Достаточно оплатить, выбрать свой вид деятельности. Есть перечень видов деятельности, которые ИП по патенту имеет право работать. Они выбирают свой вид деятельности, делают предоплату за первый месяц. И достаточно фотографий 4×6, 2 штуки, копия паспорта и договор аренды, либо там по месту жительства, если хочет зарегистрировать, то такой документ. Достаточно, все. Сложностей здесь особо не возникнет. Какие-то сложности возникают по ИП по свидетельству, могут возникнуть, либо при открытии компании, то есть уже полноценной компании, допустим, ООО, да, GDMM, тогда уже некоторые нюансы появляются, которые, конечно, нужно знать. Тот же самый договор аренды, который вы заключаете для юридического адреса, если вы заключаете его, допустим, с физическим лицом, у физического лица снимаете помещение, необходимо этот договор прежде всего зарегистрировать в местном налоговом органе. Об этом многие не знают, и они начинают путаться в этом и думая о том, что действительно это очень сложно. На самом деле нет, это все решаемый вопрос. Конечно, нужно иметь какой-то небольшой опыт. Была запущена налоговым комитетом онлайн-регистрация, но так получилось, что двойной получилась у нас сейчас регистрация, потому что нужно будет и онлайн подавать было, и офлайн, конечно, принести все-таки эти все документы и предоставить. То есть онлайн, когда вы подаете, сканируете все документы, через сайт налогового комитета подаете, все равно необходимо будет эти документы же потом еще принести в налоговый орган, да, зарегистрировать, скажем, вас фотографируют там. Если все нормально, то тогда уже принимают ваши документы. То есть вот такой небольшой момент. Сейчас это все, по моей информации, еще дорабатывается, не все сразу, потому что все-таки есть компании, и люди, которые пытаются злоупотребить этим. Там, да, они пытаются открыть фирмы-однодневки, через которые проводят какую-то сумму денег, а потом исчезают там, да, и на других людей там делают этот бизнес, поэтому во избежание вот этих моментов налоговый комитет немножко ужесточил, скажем, да, чтобы все-таки люди честнее занимались бизнесом, и потом можно было бы их найти, и, соответственно, те налоги, которые причитаются, чтобы они оплатили в бюджет. Навруз, пандемия сильно сказалась на бизнесе в целом в Таджикистане? Очень сильно, очень сильно. В начале нашего проекта, нынешнего, который мы ведем, мы
провели опрос среди предпринимателей, онлайн-опрос в основном, но и небольшой офлайн-опросник тоже провели. У нас было 15 вопросов, и люди выбирали там, да, варианты ответов, в том числе там были вопросы по поводу того, насколько сильно оказала там, да, влияние пандемия, положительно, отрицательно, как. Сейчас скажу, ну, больше 80% все-таки ответили, что это отрицательно воздействовало на их бизнес. Кто-то закрыл свой бизнес, кто-то, не скажу, что большое количество, но были определенный процент, который я сейчас не могу, к сожалению, вспомнить, это было пару месяцев назад, они сказали, что они полностью закрыли свой бизнес. Кто-то ответил, что у них бизнес лучше стало. Это, допустим, фармацевтика, это, допустим, те, которые занимались фармацевтикой, швейные цеха, которые стали выпускать маски, которые стали выпускать какие-то средства защиты для медиков, они больше начали зарабатывать. Но это небольшое, абсолютно небольшое количество. Конечно, большое количество также людей писали о том, что они смогли адаптировать новые системы, ввести, там, да, перепрофилировать свой бизнес, делать онлайн какие-то услуги, доставку еды. Очень большое, скажем, развитие было именно для доставки, потому что они до сих пор пишут о том, говорят о том, что они, люди, которые начали во время пандемии заказывать доставку еды, они до сих пор остались при этом, то есть они теперь поняли, что для того, чтобы гораздо покушать, удобнее. да, не нужно куда-то ехать, ходить, достаточно по телефону набрать, и вам привезут еду. То есть какие-то вот такие моменты тоже были, но в целом влияние пандемии было огромное, и большое количество предпринимателей написали о том, что это влияние было связано еще с закрытием границ, потому что товарооборот уменьшился, потому что люди не могли покинуть, скажем, страну или выезжать обратно. То есть именно большое количество негативных, скажем, моментов были связаны также с закрытием границ. Государство как-то помогло тем, кто тонет, скажем так? У нас этот вопрос тоже был. Были процентов, не скажу, чтобы не соврать, Баха, но было небольшое количество процентов людей, которые, представители бизнеса, которые ответили, что они получили какую-то помощь у государства. Я полагаю, что это те предприниматели, которые брали аренду у государства, они были освобождены действительно в прошлом году от уплаты арендной платы, и давали им небольшие налоговые каникулы. Поэтому некоторым видам бизнеса в прошлом году давали такие преимущества, а в этом году налог на землю были освобождены дихканские фермерские хозяйства, что тоже оказало влияние, какое-то положительное влияние со стороны государства. Но в целом также большое количество людей ответило, что они не подпадали под категорию людей, которым полагается помощь. И некоторое количество ответило на то, что они даже не знали, что существует какая-то господдержка. Поэтому необходимо, чтобы во время таких мероприятий именно по господдержке больше информировать население, представителей бизнеса, чтобы все знали и могли использовать, там, да, пользоваться этими льготами, которые предоставляются во время таких, скажем, пандемий. Кризисных ситуаций. Наврус, вы сейчас сказали по поводу того, что многие даже не знали, что со стороны государства есть какая-то поддержка. Откуда об этом можно было узнать? Об этом было сказано в СМИ, в том числе Азия Плюс об этом писали. Мы много раз об этом говорили также во время своих выступлений в прошлом году, когда мы проводили. Был указ президента на этот счет. Но все же, наверное, вот телевизор, к сожалению, я не смотрю, чтобы по телевизору было об этом сказано или нет, я не могу ничего сказать. Возможно, чуть больше там, да, необходимо было через социальные сети, СМИ донести данную информацию до заинтересованных лиц. То есть пока люди не шли к государству, государство, в общем-то, ничего, получается, не делало. Если бы люди обращались, то государство, окей, мы поможем. Нехорошо государство. Очень нехорошо. Так, Наврус, что заранее нужно знать человеку, который хочет начать бизнес с нуля? Заранее нужно знать, что будет нелегко. На самом деле, не хотел бы, чтобы демотивировать каких-то предпринимателей. Необходимо заниматься. То есть
четко сначала надо понимать, хотите ли вы заниматься этим делом. То есть вы понимаете, чем вы занимаетесь, потому что встречались нам также предприниматели, которые открывают бизнес, 2 месяца там работают и говорят, не могу работать, хочу закрыться. С чем это связано? Это связано с тем, что они достаточно не продумывают стратегию. свою стратегию. Они где-то узнали, что вот можно чем-то заниматься, и побежали регистрировать бизнес. Не делайте этого. Потому что закрытие бизнеса, оно гораздо сложнее, чем открытие бизнеса. Надо продумывать этот момент. Обязательно я советую всем проконсультироваться со специалистом, потому что друг друга, который вам что-то посоветует, или пойти в налоговый орган, сказать, помогите мне, эти люди, которые не уполномочены, по сути, у них может не хватить знаний достаточно, чтобы вам дать нужный совет. Поэтому обязательно необходимо, чтобы это не стоило, скажем, можно воспользоваться сейчас бесплатными, скажем, опять-таки, консультациями нашими. Посоветуйтесь со специалистом, а потом уже можете открыть свой бизнес. Навруз, какие меры вы считаете нужными со стороны государства для того, чтобы развивать бизнес? Вот, скажем, человек только начинает, может быть, какие-то налоговые льготы предоставлять поначалу, может быть, освобождать от уплаты, может быть, аренды помещений, если она принадлежит государству. Какая-то же помощь все-таки должна быть? Да. Баха. Очень хороший вопрос. Когда мы тоже этот вопрос задавали самим предпринимателям, огромное количество ответило, что они хотят налоговые льготы, а также мораторий на проверки. Мораторий на проверки были для предпринимателей, которые занимаются производством. Но необходимо для... не совсем, наверное, стопроцентный мораторий, там, да, чтобы какие-то люди могли злоупотребить, но именно вопрос проверок надо ставить в приоритете для того, чтобы максимально уменьшить количество этих проверок и проверяющих органов. Огромное количество предпринимателей жалуются именно на то, что очень много проверок к ним приходят, и зачастую, когда к предпринимателю чаще его проверяют, он чаще занимается больше этими административными моментами, чем своим бизнесом. И, конечно, это психологически очень давит. И большое количество закрывающих компаний, предпринимателей, связано именно с тем, что их много-много проверяют, и до каких-то незначительных моментов, скажем, они придираются, говорят, вот это неправильно, у тебя, допустим, пожарники говорят, у тебя вот на лампочке плафон не поставлен в туалете. Мы с такими жалобами мы встречались, поэтому необходимо каждый момент изучить, и какой-то, наверное, орган нужен, который будет полностью контролировать вот эти моменты там, да, с проверками и жалобами предпринимателей на незаконные проверки. Это вот номер 1 сейчас, я считаю. А куда идти жаловаться? Сейчас, к сожалению, только вышестоящий орган этого проверяющего органа, скажем. Иногда это помогает, Баха, потому что мы это не раз как бы испытывали, если грамотно подойти к вопросу, потому что все практически проверяющие органы, они допускают целый ряд ошибок во время проведения своих проверок. Допустим, он пришел, не расписался, необходимо сначала уведомить, вот всем там, да, я всегда говорю, вот, при проверке необходимо, чтобы проверяющий уведомил там, да, предпринимателя, говорит, мы придем к вам через 10 дней, допустим, в такое-то время. Предприниматель может сказать, извините, в это время я занят, у меня проект, у меня дело, я не могу его откладывать, потому что вопрос предпринимателя важнее вопроса чиновника. Проверяющий должен согласиться и сказать, хорошо, там, на следующий день, там, да, в какое-то другое время, согласовать этот момент проверки, дать перечень вопросов, которые необходимы для проверки, то есть заранее, не так, чтобы пришел в тот день и сказать, а давай-ка мне вот эти все документы или еще какие-то моменты. Нет. Перечень тех вопросов, которые необходимы для проверки, они должны задать заранее. Предприниматель должен это все получить письменно, обязательно, а потом изучить в тот день, когда проверяющий придет. Он должен сразу же расписаться в книге регистрации этих проверок, предоставить нужный документ, карор, там, решение вышестоящего органа о том, что именно это лицо, именно в это время, там, да, в этот промежуток времени был направлен для проверки. А потом проверить, потом еще написать свою, скажем, резолюцию о том, результаты проверки к чему привели, заключение, да. Вот этот
вот этот процесс практически никем не соблюдается. Вот к какому предпринимателю вы не обратились, когда к ним проверки проходят, они приходят внезапно, они приходят, и им все равно, что время есть у этого предпринимателя, нет у этого предпринимателя. То есть проверяющий, он считает, что он самый главный здесь, он самый лучший здесь, и необходимо сразу же все, что он говорит, языком там, да, устно получается, без каких-то документов, ему надо предоставить. Это в корне неправильно, поэтому я всегда призываю предпринимателей, что жалуйтесь на такие моменты. Вы можете не допустить проверяющих, которые вас не уведомили заранее о том, что к вам придут с проверкой. Они обязаны расписаться у вас в книге регистрации. Потому что важный момент, что многие предприниматели говорят, что вот каждые там 2-3 месяца к нам приходит какой-то проверяющий и нас терроризирует, условно говоря. Так я говорю, книга регистрации, они отмечаются, они не имеют права. У них периодичность есть по проверкам, период есть, когда нельзя раньше этого периода прийти снова на проверку. Они говорят, нет, они не расписались. Плохо. Любая проверка, которой они не расписались в книге регистрации, считается недействительной. Поэтому обжалуйте это решение, и зачастую вышестоящий орган этого же проверяющего, скажем, ведомства отменяет решение своих проверяющих. Потому что с нарушением, которые ведутся, и подать в прокуратуру, допустим, потом уже у них начинаются проблемы у проверяющих, у них могут быть проверки. Поэтому необходимо, чтобы предприниматели знали о своих правах. Кстати, мы сейчас работаем в рамках данного проекта над тем, чтобы написать вот небольшой информационный такой материал, брошюру в виде брошюры на таджикском и русских языках, для того, чтобы люди знали вот моменты проверки. То есть мы будем там вот эти моменты тоже расписывать и, конечно, раздадим заинтересованным лицам, чтобы у них оно на столе лежало, и в случае каких-то проверок они могли оттуда какие-то моменты из закона взять и защитить самостоятельно свои права. Я еще раз хочу предпринимателям напомнить о том, что вы можете всегда обратиться в юридическую компанию «Химоя», которая всегда открыта для помощи бизнесменам. Но вот все-таки давайте вернемся к моменту проверок. Почему даже предприниматели, которые знают, что, условно говоря, вот этот орган не имеет права приходить вот без этого решения, без этой бумажки заранее присланной, почему они не идут жаловаться в вышестоящие органы? Зачастую это страх, Баха, потому что, как говорится, что до любого предпринимателя можно докопаться, условно, что у кого-то есть всегда какие-то недостатки. К чему-то там можно всегда что-то там найти там, да, при большом желании. Поэтому они предпочитают как-то решить вопрос, чтобы вот на этот момент решил вопрос, и дальше он занимается. Но они не понимают, что если ты какими-то коррупционными схемами пытаешься решить вопрос, то снова и снова у тебя будут эти проверки. Поэтому, кстати, органы коррупции постоянно тоже информируют население о том, что давайте нам контакты, давайте нам те моменты действия тех органов, там, да, чиновников, которые пытаются у вас вымогать деньги. Есть, конечно, проверяющие органы, чиновники, которые злоупотребляют своими должностными полномочиями, и они просто путем этих проверок, наверное, зарабатывают деньги там, да. Поэтому необходимо, конечно, жаловаться, государство вас защитит. Бояться не нужно, это уже не те старые времена. Сейчас предприниматели все-таки ценятся. Вот даже изменение данного налогового кодекса, оно обусловлено тем, что большое количество предпринимателей говорило постоянно о том, что налог очень большой объем, там, да? Налоговая нагрузка большая на бизнес. И сейчас вот проект нового налогового кодекса, который мы видим, да, несущественно, я бы не сказал, что он прям освобождает там, да, многих от бремени налогов, но есть все-таки там послабления, которые, если они все будут приняты, то я думаю, что хоть не намного, но будет легче предпринимателям. Но это будет первым шагом к тому, что пойти навстречу там, да, предпринимателям. Бюджету нужны деньги, это мы все понимаем. Сразу большие послабления давать тоже не получится, потому что надо будет бюджетникам получать зарплаты, достраивать наш Рогунский ГЭС, ну и другие затраты, которые у нас имеются. Поэтому надеемся, что поэтапно, как налоговая нагрузка, которая у нас на сегодняшний день по разным рейтингам находится на очень высоком месте, скажем, да, в мире, там, на 3-м месте по многим рейтингам. Мы после Аргентины
по-моему, Франция, третья идет Таджикистан по высокой налоговой нагрузке, да, на бизнес. Поэтому, Вот где-то мы впереди. Да, к сожалению. Чиновники это понимают, мы с ними общались тоже, они тоже понимают эти моменты. И будем надеяться, что потихоньку это все снизится. По поводу вот этих вот проверяющих чиновников, все же еще хочу по поводу них вопрос задать. Возможен ли такой вариант, что это не сам налоговый какой-то орган отправляет людей на проверку, а определенные просто коррумпированные чиновники, которые сами хотят обогатиться здесь и сейчас? Такой момент тоже имеет место, Баха. Такой момент тоже имеет место, когда они без решения вышестоящего органа, они просто приходят и говорят: мы хотим проверить вас. Предприниматель, который имеет какие-то недостатки, боится, сразу начинает пытаться какими-то формами решить этот вопрос. Конечно, имеет место быть. Поэтому в первую очередь, когда к вам приходят, ладно, если уведомления не было, допустим, и вы все равно как-то боитесь, но вы попросите у него решение, амрнума вышестоящего органа, где в письменном виде написано, и там будет имя еще этого чиновника, и он должен вам удостоверение показать. Если он принес с собой, допустим, какого-то другого человека, а его имя там нет, вы можете его не допустить к проверке, он не имеет права заходить и вмешиваться в вашу хозяйственную деятельность, допустим. А это если есть хотя бы, с ним уже можно о чем-то говорить. Но как вы правы, Баха, что есть и те чиновники, которые просто приходят, потому что им самим скорее захотелось. А были прецеденты, когда предприниматель, бизнесмен просто не пускал проверяющих, говорил, либо я буду жаловаться, либо он постфактум шел в вышестоящие органы и отстаивал свои права? Вот пару случаев я вам расскажу. У меня как раз таки у нас клиенты были, которые с иностранным капиталовложением только открылись в Таджикистане. Мы помогли им, сопроводили в регистрации их бизнеса в Таджикистане. И через ровно 2 недели мне звонят и говорят: Навруз, у нас налоговая проверка. Благо их офис находился прямо рядом с нашим офисом. Я удивился. Через 2 недели? 2 недели их открытия. Вот 2 недели. Но их офис рядом находился с нашим офисом и с налоговым, скажем, района. Золотая середина. Да, прям посерединке. Я допустил возможность, что эта проверка, она просто проверка без каких-то документов, потому что, конечно, высокостоящие налоговые органы не допустили бы этого. Я подошел туда, я сказал: ничего не предпринимайте, я сейчас подойду. Я подошел, я представился, показал доверенность от имени компании. И говорю: представьтесь, они отказались, они только имя там 2 их было, они имена свои назвали без фамилии. Я говорю: а фамилия? Они говорят: зачем? Я говорю: вот вы к нам пришли, зачем вы пришли? Они говорят: предоставьте нам все документы, чем вы занимаетесь, кто вы такие. Я говорю: мы не можем вам предоставить, предоставьте сначала документ, на основании чего вы к нам пришли. У нас там словом за словом они поняли, что я юрист. Они поняли, что я знаю права своего клиента. И они сказали, что вы хотите, чтобы я официально пришел? Я сейчас пойду, документ принесу, а потом с вами будет жестче разговор. Я сказал: пожалуйста, принесите свой документ. Потом мы с вами можем пообщаться. Потому что компания только 2 недели как зарегистрировалась. Оно еще инвестиции иностранного, скажем, инвестора, который сейчас, если его проинформируют о том, что за 2 недели его работы в Таджикистане его проверяет налоговый орган, может свернуться, закрыть свой бизнес. Кому это минус? Это минус нам, это минус вам, это минус тех работников, таджиков, граждан Таджикистана, которые сегодня у них работают. Поэтому давайте сделаем так. Вы уходите, и если что-то необходимо с документом, вы можете к нам прийти. Они ушли, больше они не возвращались. Естественно. Второй момент, Бахар, вам расскажу. Была жалоба магазина о том, что их администратора привлекли к ответственности пожарной службы. Что у них, вот то, что я сказал, они практически все было хорошо. Конечно, они работают в центре, их постоянно проверяют, поэтому они стараются всегда, чтобы все соблюдать. И когда один из кураторов пожарной службы, он зашел там, поискал, в ванну зашел, в туалет зашел и увидел, что одна лампочка не имеет плафона. И все, он протокол составил, а там
Была русская девушка-администратор. Он на таджикском составил протокол. Она не подписала. Он ушел. Через некоторое время к ним приходят судебные исполнители, чтобы исполнить штраф, взыскать штраф. Ну, они обратились. Мы проверили целый ряд нарушений, конечно. Необходимо было, во-первых, с уведомлением прийти. Во-вторых, необходимо было ознакомить этого лица с тем, где это написано, какая часть статьи. И на русском переводчика предоставить, потому что закон говорит о том, что если вы привлекаете к ответственности лица, который имеет другую национальность, необходимо предоставить переводчик, потому что он может не понимать ваши действия. Ряд нарушений и такой протокол. Мы сразу же составили письмо. Все эти пункты нарушений указали и подали в главную службу пожарной безопасности. Нас очень удивило, что прямо на следующий день специалист позвонил, пришел. Он сказал, что мы дали выговор этому нашему сотруднику, отменили, ничего не надо будет платить. Действительно, все эти нарушения присутствуют. Он также показал еще несколько моментов, какие-то у нас вопросы, у сотрудников были вопросы по поводу пользования, допустим, огнетушителем. Очень вежливо, на русскоговорящий, то есть культурный человек, который все это показал и сказал, что все хорошо, как бы данного куратора мы у вас снимаем, он больше к вам приходить не будет, другой человек как бы будет поставлен. То есть, видите, что мы одним своим заявлением о том, что мы указали на эти нарушения для клиента, был хороший отзыв, обратный отзыв, когда практически сразу они отреагировали. Из-за того, что большинство предпринимателей пытаются решить вопрос не так, то есть не портить как бы отношения якобы, они себе и хуже делают. Потому что это будет бесконечно продолжаться. Вот один раз вас так оштрафовали, допустим, либо вы опять-таки коррупционным путем откупились. И вы становитесь кормушкой, и к вам постоянно будут приходить, поэтому постарайтесь, во-первых, не нарушать законодательство. По сути, не так сложно привести там, да, свои документы, там, помещения в соответствии с нужным законодательством. Там, да. Во-вторых, всегда жалуйтесь. Если вы считаете, что ваши права нарушены, обжалуйте данное решение, и результаты будут, в большинстве случаев будут результаты положительные. Можно к вам обращаться тогда, если люди захотят пожаловаться? Через вас это сделать? Да, пока у нас до конца октября проект продолжается, можно к нам обратиться, мы совершенно бесплатно поможем с этим вопросом. А после проекта, к сожалению, у нас уже другие дела начинаются, и уже зависит, это будет известно уже после 30 октября. А в планах нет продлить этот проект, если получится такая возможность? Если получится и будет возможность, это больше будет зависеть, конечно, от нашего партнера ПРАОН Таджикистан. Если будет возможность, конечно, мы рады будем продлить. И дальше это просто очень хорошая инициатива. Я думаю, очень многие предприниматели будут вам благодарны и сейчас уже благодарны за эту правовую помощь. Но давайте все-таки вернемся к тем чиновникам, которые приходят с проверками. Я бы хотел узнать, есть ли какая-то статистика, что когда на них жалуешься, что с ними происходит? Их увольняют или им дают выговор? Что с ними происходит? Ведь это коррупция, это судебное дело. То есть это уголовная статья. К большому сожалению, Баха, у меня нет такой статистики. Вот какие-то единичные случаи, которые мы непосредственно сами сталкиваемся, мы о них можем говорить. Про другие случаи, мы также знаем случаи, когда именно во время коррупции ловят чиновников, а такое тоже бывает, когда какой-то чиновник там, да, требует, вымогает, либо проверяющий орган вымогает у предпринимателя денежные средства, и он заранее жалуется, дает жалобу, допустим, в органы коррупции, либо в прокуратуру, а они проводят специальные там, да, мероприятия оперативные. И когда с поличным ловят этих чиновников, конечно, на них возбуждаются уголовные дела, и они уже в зависимости от их поступка, там, да, вот этого преступления, получают либо срок, либо какие-то большие штрафы. И, конечно же, они все увольняются из органов. Другой вопрос, когда вы жалуетесь непосредственно, нету самого факта коррупции, есть как бы факт злоупотребления, по сути, полномочиям, но их чаще не увольняют, а снимают с той должности, либо понижение идут, либо от вас его убирают, скажем, и вы хотя бы от этого лица избавляетесь, во-первых. Во-вторых, этот момент сразу становится известным и другим лицам, и они уже к вам более осторожно
подход делают, не становятся так нагло, там, да, не ведут себя, а стараются вести себя в рамках действующего законодательства. Эта тенденция меняется, я имею в виду тенденция с проверками? Чуть лучше, Баха, чуть лучше. А раньше действительно жалоб именно на проверки было огромное количество. Вот сейчас их стало на порядок меньше. Это связано с тем, что проверяющие стали соблюдать правила. Да, да. Это в основном из-за этого, из-за того, что люди более-менее, предприниматели, начали понимать тоже свои права. И есть все-таки какие-то жалобы на их действия. И, конечно же, правительство тоже осознает и понимает, что проверяющие больше мешают, чем помогают. И поэтому с их стороны тоже есть какие-то действия для того, чтобы ограничить количество все-таки этих проверок. Было моратория на на проверки хозяйствующих субъектов, которые занимаются производством. Их не проверяют. То есть со стороны государства тоже есть определенные послабления именно в этом плане. Но я считаю, что все равно этого недостаточно. Надо еще меньше делать эти проверки. Ну что ж, я надеюсь, что все-таки этих проверок будет меньше, потому что в конце концов вы просто отвлекаете предпринимателей от их прямых обязанностей, а они, между прочим, платят налоги, с которых вы получаете зарплату, имейте это в виду. Навруз, у нас есть рубрика, она называется «Ни в коем случае». Чего ни в коем случае нельзя делать, когда хочешь открыть свой бизнес? Ни в коем случае нельзя полагаться на случай для открытия бизнеса. Необходимо немножко изучить рынок, изучить формы бизнеса, какой вам больше всего подойдет, а потом уже открыть свой бизнес. Отлично. Спасибо огромное, Навруз. Друзья, я напоминаю, что у меня в гостях был директор юридической компании «Химоя» Навруз Одинаев. Пока.